Доехал до верхней избушки, куда я езжу. Это у других охотников избушка вот. Но я каждый год зимой сюда приезжаю. Может один раз, может два раза в сезон. Обычно они только осенью здесь охотятся. Такие матрасы тут висят. Дорога трудная была, по целине ехал, несколько раз буксовал даже. Сейчас поедим и сходим куда-нибудь. Еще ничего не разобрал. Сейчас сперва схожу куда-нибудь, потом уже буду избушкой заниматься. Печку затоплю. Воду надо найти. Здесь ручей недалеко. С ручья попробую. Пока ехал, ничего не видел. Но ехал я ночью, как обычно. Больше половины пути проехал, начал расцветать. Сегодня вообще погода теплая, весенняя, только пение птиц не слышно. Вот тут старый дом, старая изба была, уже еще очень давно здесь строили, жили, охотились. Сейчас уже все провалилось. После этого уже делали тут новую избу. Вот такая крыша у них. О, доски как они рубили. Без рубероида, без шифера он стоит. И лет 20, наверное, если так сделать, крыша будет стоять, не будет протекать. Но здесь уже начал он гнить, конечно. Но изба уже не новая. Лет 20, наверное, уже, или 18 точно есть. Я уже, в принципе, давно здесь. Хочусь, бываю здесь иногда. Вот так. Даже приходилось сегодня с лебедкой. Вот такая лебедка. Без лебедки даже выходить не смогу. И прицеп в двух местах приходилось оставлять. Ну как оставлять? Ну буран не тянет в гору. И у меня фал есть 25-метровый. И этой веревкой дергаешь. Разгоняешься и дергаешь, и поднимает буран. Только так набирает силу. В принципе, груза не так и много было, но все равно проваливается буран. Еле-еле доехал. Ну, раз приехал уже, наверное, ночевать здесь буду сегодня. По ходу дела посмотрим. Первые следы на сегодня увидел. Глухарь. Глухарь идет и отмечает уже крылья полуспущенные. Вон такие полоски. Такой ельник. И здесь он ходит в ельнике. Первые следы. Крылья полуспущенные. Такие шаги у него. Вон там отчетливо видно, как-то посмотришь, да подумаешь, что это лиса. А нет, глухарь. Глухарь. Это точно. Вот сколько. 3 километра ровно остается.
Отклонение 375 метров. Вот. И столько еще осталось мне до избушки. Ровно 3 километра. Плюс-минус там несколько. Может 10 метров, может 5. Уже время где-то 2 часа. Или час 30 может. Сегодня ветра вообще нету. Безветренная погода. И место такое приятное попалось, где я хожу. Был сейчас обильный снегопад. 10, наверное, навалило там за один день. И немножко уже на лыжах начал проваливаться. В прошлый раз, когда приезжал, легче было ходить. Сейчас уже труднее. Ну, на этом, наверное, я завершу зимнюю охоту. Все, больше ружьем уже вряд ли пойду. Охота уже скоро закроется. Перешел речку, решил перекусить. Сегодня сыр костромской с собой взял. В прошлый раз орбита или я не знаю, что там было. Это хоть на сыр похоже. Такие плотный. Трудно даже ломается. И на вкус вкусный. Возле речки такие елки. И попьем, да. Дальше пойдем. Тишина леса. Немножко ветер, наверное, поднимается. Да. Сухостой, если не дрова. Ладно, чай попьем и дальше пойдем. Улетел глухарь. Своими глазами наконец-то увидел хоть одного глухаря. Вот здесь кормился он. Ходил туда-сюда он. Щипал он сосну. Вот, а там дальше вот оттуда он поднялся где-то метров 30, наверное, было. Это вон там. На полянице туда можно сходить, в принципе. Туда-сюда. 30 метров это уже не расстояние. Но все равно каждый метр уже дает усталость. Шаг за шагом. Это он здесь. Непонятно откуда. Вон там следы. Где-то вот тут, наверное, он был. Где-то он тут. Но не буду уже искать. Здесь такая поляна. И живет, кормится тут. Да, наверное, он там уже осталось.
где сидел, там место где-то было. И он туда, в ту сторону, в сторону юга улетел, а нам надо идти на север. На мои следы. Если мои, можно, в принципе, по нему и обратно идти. А на с утра у этого же глухаря я видел следы. Да, мои. Все, по этой лыжне обратно пойду. Полегче. По своей лыжне. Это старая лыжня. И это старая лыжня. Это не знаю, кто тут проходил. Давно уже. Я думал, мои лыжни. Моя лыжня, оказывается, чужая. Ну да ладно. Так. Здесь снимать, конечно, нечего. Здесь все заросло. Непроходимо тут. Как стена. И эта стена будет где-то полкилометра, может больше. Очень трудно идти. Свежие следы выдры. Вон там даже нагадил он. Он ходит, там спустился. Вот здесь он по течению поднимается и выше поднялся. Сижу, жду, может выйдет. Посмотреть хоть. Все. Надо все равно отдохнуть немножко. Но уже 900 метров осталось до избушки. И все. Дровишки надо еще сделать. Капитально отдохнуть. На сегодня хватит. На улице пасмурно сегодня. Это непонятно. Наверное, на будущей неделе уже 23 февраля будет. И там показывает погода плюсовая даже. Может и потепление будет. Непонятно. Посмотрим, что будет. То и будет. Такие следы. Классы такие. Они многие. Вот ручей. И он напрямик туда пошел. На другой поворот. Может спускаться уже обратно по ручью будет или... Но в большинстве случаев он всегда так напрямик повороты идет. Любит он такие горки. Кататься, ну, прокатиться в Якутске. По своей лыжне уже иду. Добрался до избушки. Вон уже наша избушка, где я буду сегодня ночевать. Вот. И все. Можно считать, день прошел. Вот ручей. Под нами ручей течет. Переход, видимо, это у охотников. Мост такой сделали. Вот изба. Вот изба. Все. Спилил сухостой. Чурок 10. Один рейс уже сделал. Вот бревно такое еще. Если не хватит, еще спилю. Вот. Всегда дрова делаю сам. Чужое не трачу.
Там поленница чуть дальше стоит. Это у хозяева. Но трогать их не буду. Пила есть. Спилю. Буду таскать. Тут в принципе недалеко. Вот такое корыто. 3 чурки поставлю вперед. Несколько ходок. И на ночь хватит. А там посмотрим. Если еще ночевать, еще спилю. Тут сухостоя хватает. Не надо халявить. Спилил и таскай. Ладно, поработать надо. Скоро начнет темнеть. А еще надо варить, дрова заготовить и отдыхать. Завтра посмотрим, что дальше делать. Вот так выглядит корыто с дровами. И потащим. Все, поехали. Поехали. Вот еще. Отсюда надо в кору печки затапливать. Это я еще возьму вторым рейсом. Сейчас покажу, как я таскаю дрова. Ну тут недалеко. С каждым годом дрова дальше и дальше сухостой. Можно в принципе и запас делать. Но тут другие хозяева, другие правила. Пусть сами делают, что им надо. А мне для ночевки и колен 10 хватит. У них тут железная печка и будет всю ночь топиться. Это кирпичная, удобная, дольше греется, но зато ночью не надо вставать. Только с утра может. Вот там воду я набрал. Другое ведро буду набирать. Тоже можно посмотреть, как я добываю воду. Снег там выше колена и лед висит. Короче, лунку сделал, а вода наверх не идет. Неудобно черпать. Ну вот, приехали. Вот тут уже один рейс сделал. Вот второй. Ну вот видишь, там немножко запас дров другие охотники оставили. Всегда надо оставлять. Бывает ведь так, что избушку знаешь. Не знаешь, когда в избушку доберешься. Может ночью. А запас дров желательно надо оставлять. Это любому охотнику поможет в трудную минуту. В холодную избу придет, если дров нету, вообще беда. Искать дрова. Я вот всегда один и стараюсь тоже пораньше прийти, но чтобы успеть. А если, конечно, с напарником, один с печкой занимается, другой дрова делает, еще варит или... Все, последний рейс на сегодня. Пилу оставляю, пусть здесь будет. Если что, на обратном пути заберу. Или вдруг, если дрова буду дальше пилить, зачем таскать? Все по пути, пусть здесь будет. Ничего страшного, если и снегом завалит. Немножко ветер поднимается. Целый день тихая погода была. Все, едем. Вот и все. Минут 40 работы и столько дров. Надеюсь, хватит. Буду варить суп из тушенки и добавлю вот такой дачный суп куриный.
вместо приправы. Вот такой супчик будет на ужин и на завтрак. Но обычно утром аппетита нету. Это к вечеру только. Там уже чай. Скоро чай, наверное, уже закипает. В котелке вода. И там чайник уже. Да, уже кипит. Уже кипит. Будем пить чай. Будем пить чай. Вот. Картошку. Тырым-тырым. 2 термоса сегодня. Сегодня 2 термоса взял. Этот термос литровый. Подарок от боевого товарища из Каменогорска. Прислал посылку. И пользуюсь его термосом. Это мой старый. Уже пропускает. Скоро на пенсию ему уходить. Вот так я ищу воду. Черпаю. И это очень глубоко приходится вот так набирать в яме. Снега много. И до воды добраться очень трудно в этом году. Бывает так, когда лед пощадит, дырочку сделаешь, и сразу такой напор воды идет. Сейчас, наверное, самая мелкая вода, ну, как сказать, глубина получается. И лед висит. Конечно, попадаются места, где и полыня открыта, обманчиво, там можешь и попасть-то, если не поосторожничать. Как в прошлом году я уже смело шел по ручью, и из-под лыж лед провалился наполовину. Стою, половина, как сказать, лыжи в воде, а половина сам на льду. Еле выбрался задним ходом, как-то отошел от этой полыньи, от лунки. В принципе, не глубоко, но неприятно. Фу. Опять тишина, штиль, полный штиль. Так обманчивая погода. Непонятно, что творит. То порыв ветра какой-то, то штиль. Вот так. Воду мы набрали. Сейчас еще. Это уже нам хватит. Там чайник закипает, второй. 2 термоса воды набрали, горячий кипяток. И еще ведро воды запас. Все, хватит. Суп уже там будем. Суп скоро будем варить. А эта вода уже на завтра. Уже не надо мучаться ходить вон. Такую лунку, блин. Где-то сантиметров 80 поверхности снега до воды. О, печка полным ходом топится. Еще добавим
сухое полено добавим. Пусть горит. И еще сюда один поменьше. Все. Сейчас опять где-то минут 50, может, меньше часа всяко будет гореть так. Полено сухое, тяга есть. Пришлось тоже убрать сверху снег, сверху трубы, там уже весь снегу был, замело все. Вот. Он вот трубу идет. Конечно, прямая труба, основной жар так туда и уходит. Но пусть горит, топится. Хочу показать, какой толщины потолок. Где-то сантиметров 10. Такие доски, самоделки. Все пилой сделано. И там второй слой еще. Не знаю какой толщины. И друг на друга так ставят, чтобы тепло было. Сверху землю обычно. Сама изба из бревен. А потолки вот такие плахи. В старые добрые времена сижу, смотрю на лампу. Давно уже возле такой лампы не сидел. Обычно всегда фонарики, светильники разные там. А сегодня вот возле лампы. Не так светло. Не хватает света, конечно, для съемки, но вот, слушаю радио. Я смотрю, без разницы, в какой ствол воткнуть антенну радио. Слышно идеально. Первый канал. Осенью пробовал на оружии Север. Сейчас на двустволке. Все идеально слышно. Можете попробовать. Другие антенны не ловят. Хоть какой высоты возле избушки стоит. Пусть играет. Будем слушать. Радио послушали, поужинали, суп съели. Все, готовимся спать. На сегодня хватит. Полторого времени. Сегодня уже день второй. Ночевал нормально. Несколько раз вставал, в печку добавлял дрова. А так нормально спалось. Сейчас уже пришел с охоты. Последний день охоты. Все, сезон закрываю. Сейчас вот уже чай пью. Хватит. Наохотились. Наохотились, хватит. Сегодня что? Видел следы выдры. Как ни странно, еще следы куницы. Из дичи видел глухаря. И все. Больше ничего не видел. Прошел сегодня 13800. Какая-то и вчера тоже, наверное, где-то за 13 километров. И одновременно такая усталость приходит. Если по насту километров 20 можно пройти. Но уже это... Дальше уже будем ходить на рыбалку. Охота закончилась. Рыбалка начинается. Чай вкусный.
На улице тепло, не холодно. Наверное, 3-4 градуса только минус. Вообще тепло. Хотел сегодня в сторону севера. Вот оттуда пришел, даже лыжи лежат, еще не убрал. Буран там в снегу, как встал вчера, так и стоит, не знаю, тронется, нет, там где-то замерзло или нет. Здесь вот тоже надо. Хозяева не вырубают. Давно уже, видимо. В прошлом году, в принципе, они приезжали, а что-то уборку не делают. Все там заросло уже. Надо немножко убрать. Не знаю, пусть думают сами. Крыша с этой стороны, со стороны востока, он уже начинает гнить. От печки там капает, тает снег, и вода течет, и вот начинает гнить постепенно. Ну, вчера вот приехал и по буранице хожу, уже проваливаюсь. Там вдали видна пила моя. Не украли. Здесь у нас все равно, где я живу, друг другу доверяют, более-менее соблюдают традиции, не стараются воровать друг у друга. И лесная дисциплина пока есть. Не знаю, что дальше будет. Жизнь меняется, правила тоже меняются, наглеют. Многие наглеют. Вот баня черная тоже. Где-то 2 на 2, наверное. Внутрь уже не буду заходить. Там снег, через снег пробираться не буду. Ну, там, как обычно, черная баня. Камушки накидал на кирпичи. И все. А вот тут уже дедовская изба. Еще прадеды, наверное, у охотников здесь охотились. Старая, совсем старая. Крыша также самодельная, видимо, была. То же самое. Но уже гниет. Все, конец ему. Все как обычно. Ручная пила. Тоже немножко надо заточить уже. Однажды приходил, тоже охотники здесь двое были. И вот этой пилой дровами делали, заготавливали. Сегодня дров вообще ушло у меня. Сколько там? 5 чурок еще осталось. 5 чурок и там еще, скажем, 1 чурка, 6 чурок. Чурок 5, наверное, ушло. Потому что я только 3 или 4 рейса сделал. По 3 чурок. И вот осталось еще 6 штук. Короче, другим охотникам запас дров у меня осталось. Все по-честному. Пусть будет. Я уже сегодня буду уезжать. Поеду домой обратно. Наохотился. За 2 дня 30 километров прошел. Хоть пустой, но все равно. Охота есть охота. Когда-то повезет, когда-то пустым возвращаешься.
матрасы у них висят тут, мышей от сырости, если, скажем, бывает там инеем покрывается пол, потолок, а так висит. Мыши все равно, в принципе, они хоть куда залезут. Я вот съелил здесь, ночевал. Сейчас чай попью, все уберу. Здесь бардак не оставим, все уберем. Ведро здесь оставили охотники. Чайник, котелок, все есть. Нары очень высоко сделаны. Если низкорослым, трудно и туда залезть. Такая чурка тут, блин, не видно. Чурка там стоит, короче, на полу. Вот на него встаешь и выпрыгиваешь, запрыгиваешь. Ну вот и все. На этом, наверное, заканчивать буду. Это у меня было закрытие зимней охоты 15-16 год. Будем ждать весны. Дальше весенняя охота. После него и осенняя. И так каждый год. Вот тут даже лампочки, видимо, станция. У них тоже с собой. Они через по ручью, наверное, на лодке приезжают сюда. Не знаю. Не встречался еще с ними. Не общался. Но я вот в этой избушке уже несколько раз ночевал. В других избушках не стараюсь и... Все, развернулись, съездили там, круг сделали. Сейчас уже сюда сани приволоку и поедем обратно. Вон там такой все мешает, еле-еле. А Буран-то немножко примерз там, еле и смог, еле и сдвинулся с места. А сейчас-то уже все чисто вроде едет. Да, нормально. Сейчас поедем.
найти кто-то, если придет, возьмет, унесет. Я вот таскать не буду. Приеду, не приеду. Понятно. Для других может пригодиться. Вот и все. Немножко солярку я. О, блядь. Использовал. Потратил. С собой у меня солярка есть. Добавлю. Так. Все. Давно уже такими лампами не пользовался. Вот так. Короче, все, закругляюсь. Все убрал. Вон, все развесил там. Матрас не достает до наров. Печка погасла. Дрова есть, все есть. Будем уезжать. Спасибо этому дому. Пойдем к другому дому. Было тепло, уютно. Двери полностью не буду закрывать. Немножко пусть приоткрытым будет. Все, дрова есть, все есть. Все, уезжаем. Все, собираемся. На улице тепло. Надо еще доехать до дому. Нарты готовы. Сани готовы уже. Один езжу, а вещей собирается полные сани. Всегда много еды беру с собой. Не знаю почему. Не могу определиться, сколько хватит, не хватит. Ладно. На этом все. Заканчиваю свою съемку. Спасибо, если досмотрели этот фильм.